Ошибка, почему люди бедные? Ошибка людей в том, что они еще не заработали, знают, куда их тратят. Денег еще не пришел, они знают, что их делать. Я спрашиваю людей, я реально спрашиваю, что вы хотите купить в этом году? Они вот такой список озвучивают. У них даже если не записано, но в голове точно есть. Они говорят, хочу купить в этом году вот это, вот это, вот это, вот это. Это они озвучивают то, что в течение 5 лет не могли купить. Все говорят. Были бы деньги, а сделали бы вот это, вот это, вот это, вот. А потом я говорю, какой у вас план дохода? Он говорит, ну как Аллах даст. Кто понял? У них в голове точно есть план расхода, но никакой план дохода нет. Они не думают, что отдавать миру. Они думают, что брать от мира. Доход от чего зависит? Пропорционально, что ты отдаешь. Что ты даешь людям, какое количество ты отдаешь, какую пользу ты принесешь, какую ценность ты принесешь, пропорционально этого ты получаешь доход. Значит, секрет заключается в том, что больше отдавать миру, больше ценности отдавать, больше преподнести в мире. Мы к этому еще возвращаемся, вы меня поймете. Вот это самое главное. А люди пытаются больше брать. Они знают, что брать от мира, аж ничего не отдавать. Вот скажите, вы муж, жена и так далее, брат, сестра, друзья. Если один друг постоянно другому заботится, отдает, а второй вообще ноль, дружба остается? Когда-нибудь рушится. Когда-нибудь все равно рушится. Должно быть обмен. Где нарушается обмен, справедливость нарушается, все исчезнет. И родственные отношения исчезнут, дружеские отношения исчезнут, все исчезнет. Значит, вот это симптом, есть тот симптом, который многих ребят банкротит. Еще кое-что хочу вам сказать, дорогие мои. Старайтесь не потерять деньги. Не бойтесь потерять деньги, не бойтесь ошибаться, но старайтесь не делать этого. Потому что каждая потеря бросает вас назад на несколько лет. Понимаете? На несколько лет. Я 5 лет долги отдал. Понимаете? Только до своего офиса добрался. Вы посещали мои тренинги. Я в вонючих туалетах сидел и работал. Вы понимаете? А почему? Потому что когда работал, многие ребята, которые сегодня успешные бизнесмены, они были вон позади меня. А пока я снова из долги вылез, пока я накопил, пока работал, пока систему организовал, они обгоняли меня все далеко. Это правда. Я смотрю сейчас на некоторых ребят, которые у меня, я консультировал их, они начинали. Я консультировал их. Они сейчас миллионы зарабатывают. Это правда. В Казахстане у меня очень много есть друзей, учеников, которые я лично сам консультировал. Они зарабатывают очень хорошо. Они обгоняли меня, далеко пошли. Потому что мою ошибку мне бросили назад на 5-7 лет. За это 5-7 лет, вы представьте, как столько времени. Это прекрасные молодые годы ушли. Пока я это все нормализовал, они далеко ушли. Но я почему это вам сказал? Старайтесь ни $1 не потерять. Вы должны это осознавать. Анализируйте. Берите урок от каждой ошибки. Ошибаться не бойтесь, но не повторите ошибки. Кто из вас заметил, что вообще-то многие ваши ошибки похожи? Вы замечаете? Многие. А знаете, мои ошибки какие были? Большинство из них я легкомысленно относился к юридическим бумагам. И самое главное, эта ошибка у меня повторилась почти на 20 моей организаций.